Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Допрос подсудимых. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума. Демократичный прайс. Насколько изменились цены на любимые блюда национальной кухни. Защита крупного скота. Материал наших коллег об эпизоотической ситуации в Галском районе. Аслан Бжаня подписал указ о назначении Адгура Ашуба заместителем руководителя администрации президента. В соответствии с распоряжением главы государства Ашуба освобожден от должности советника президента, которым являлся с 2020 года. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума в 2019 году. Судебный процесс по тройному убийству, согласно ранее принятому решению коллегии, проводится дважды в неделю. В этот раз, согласно нормам Гражданского процессуального кодекса, стороны заслушали показания одного из подсудимых Дато Ахалая. Обвиняемый воспользовался правом исключить возможность адресовать ему вопросы стороной обвинения. Подробности заседания смотрите в выпуске новостей 2 августа. По ряду опасных инфекционных заболеваний крупного рогатого скота государство бесплатно предоставляет вакцину. Бруцеллез, сибирская язва, туберкулез, ящур и бешенство опасны и для человека. Защитить животных от этих заболеваний может только своевременно сделанная прививка. Об эпизоотической ситуации в районе и других вопросах рассказала в интервью Галмедиа главный ветеринарный врач Галского района Лиана Джгириная. Какая общая эпизоотическая ситуация у нас в районе? Эпизоотическая ситуация по Гальскому району у нас удовлетворительная. Нету вспышки каких-то острых инфекционных заболеваний. По Гальскому району проводились у нас плановая вакцинация крупного мелкого рогатого скота по ящуру, по сибирской язве проведена и по бешенству собак и кошек. Это плановая вакцинация, которая проводится Государственной ветеринарной службой. Вакцину предоставляет центральный наш офис, Государственная ветеринарная служба Абхазии из города Сухум. Был небольшой падеж свинопоголовья. Птицы, жалобы такой, что падеж сильно был, нет. Проводилась также проверка животных на туберкулез, то есть пробы на туберкулинизацию мы проводили. Все пробы, которые мы провели, они были отрицательные. Содержать вообще свинопоголовье не рекомендовано у нас в Абхазии, потому что мы все хорошо знаем, что у нас была африканская чума свиней, и наша зона неблагополучна. Но если люди заводят свинопоголовье, они обязательно четко должны знать, что с 2-месячного возраста должна проводиться дегельминтизация, вакцинация, вакцина против классической чумы свиней и рожи свиней. 2 раза в год вакцинируются. Люди все равно пренебрегают рекомендациями ветеринарного врача, или когда они приходят сюда на прием с просьбой помочь животному, многие просто не в курсе, что надо делать. И если они хотят, чтобы животные были здоровы, профилактические мероприятия по вакцинации, содержанию животных проводить обязательно надо. Будет огромная проблема в районе, потому что нету ветеринарных специалистов, никто не идет на обучение. Сколько у нас в районе всего ветеринарных врачей, чтобы охватить этот контроль над заболеваемостью? Я считаю, и зоотехников, и ветеринаров вместе где-то человек 8, и все пенсионного возраста. Люди, которые содержат крупный рогатый скот, какие виды вакцинации должны они пройти в первую очередь? В первую очередь это 5 заболеваний. Это бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур, бешенство. Эти заболевания могут угрожать жизни и здоровью человека, поэтому государство берет на себя ответственность, и эта вакцина предоставляется бесплатно и проводится вакцинация. С 1 августа в Абхазии установлен штраф в размере 6000 рублей за нахождение в общественных местах в купальниках или обнаженном
виде. Такое решение было принято парламентом республики и представляет собой 20-кратное увеличение предыдущего штрафа, который составлял всего 300 рублей. Рестораны национальной кухни пользуются в Абхазии большим спросом как у местных жителей, так и у гостей республики. За последние годы стоимость туристических услуг выросла во всем мире. Конечно, это отражается и на ресторанном бизнесе. Какова на сегодняшний день ценовая политика в этой сфере? Как сильно изменились цены на любимые блюда национальной кухни, узнавала Сария Кварацхелия. Излюбленное место туристов из разных уголков мира и первое место, обязательное для посещения – ресторан национальной кухни «Нарта». Лучшие лодочки или хачапуры, по мнению туристов, делают именно тут. Этот храм национальной абхазской кухни находится под открытым небом и оформлен в виде большого абхазского двора. Здесь подают такие блюда, как мамалыга, копченое мясо, шашлык, овощные закуски с молотым орехом, соусы, соленья. Под завяз мы заказали лодочку и... Ну, я думала, лопну вообще-то. Ну, с собой взяли. Все очень вкусно, все классно. Может, здесь 125 раз и все время ходим. А по ценам? По ценам отлично. Как средняя цена, так, ну, можно даже сказать, да и дешевле, можно сказать. В некоторых заведениях дорого. Прекрасно, нам очень нравится здесь обедать с видом на прекрасную набережную, на море. Всем рекомендуем. Что чаще всего заказываете? Ну, обычно мы берем шашлык, да, с баранины, ну и лодочки, конечно. Тут они очень вкусные. Но мы охотимся за местами вот у моря. Мы такие отсюда глядим, такие, о, освободилось, тогда бежим туда. Мы здесь второй раз, даже, наверное, третий. 2 года назад мы тоже отдыхали, были здесь. Очень понравилось нам все. Готовят очень вкусно, очень приветливые люди. Цены очень, ну, может быть, незначительно. То есть, ну, немножко выросли. Мы просто отдыхаем вот в Пицунде. У нас гораздо выше цены, чем в Сухуме. В самом деле гости очень довольны. Вся кухня нравится. Они просто больше заказывают абхазскую кухню. Блюда из ореха, мамалыга, сыр, рыба на мангале, местная форель жареная. Вот все им интересуется, они все пробуют и все довольны. Мы просто производим все свое. Даже из напитков у нас нету такого вот там с России какие-то водочки. Все наше местное производство. В ресторане «Нарта» очень демократичные цены, поэтому он очень популярен как среди местных жителей, так и среди гостей. Прайс существенно отличается от других ресторанов на набережной. Здесь можно вкусно пообедать на 1-2 тысячи рублей, отмечают туристы. Заказали мамалыгу и по салату. Не первый раз уже сюда приходим, очень все вкусно, быстро, все нравится. Да, очень приятные цены. До 1000 где-то на двоих. Владельцы ресторанов национальной кухни закупаются на местном рынке. Несмотря на то, что цены на мясо и сыр растут, на стоимости блюда в меню это не отражается. В летний период в день обслуживают до 500 человек. Ну, 2 человека, абхазская кухня в цене где-то 800 рублей. Если даже вот без абхазской кухни 2 человека могут за 500 рублей поесть лодочки, попить холодный лимонад и довольны встать и уйти. Сыр, мясо привозим с рынка. Специально человек закупает качественную продукцию. И пока он принесет, еще наша администрация проверяет, какого качества, из чего все готовится. Меню не меняется. Вот зимой в ценах оно не меняется, как в других городах Абхазии, ну вот в курортных городах Пицунда, Гагра. В Сухуме немало излюбленных мест национальной кухни. Недалеко от центрального рынка расположена Апатская база. К 11 утра здесь людей было немного, в основном туристы. Многие из них сюда приходят не в первый раз. Дружелюбная атмосфера и вкусная еда Абазы манят, говорят посетители. Вкусно было. Мясо по-абхазски. Я первый раз 10 лет назад его пробовала. Ничего не изменилось, все так же вкусно. Хорошо. Ну, для меня немножко жирновато, но я понимаю, что это издержки данной кухни. Вкусно было, очень сытно. Я даже не все могу доесть. Обыкновенные цены, не знаю, стандартные. Не пугают. Тенгиз Тория работает здесь уже 6 лет. Он повар, отвечающий за мясной отдел. По словам Тенгиза, большим спросом пользуется говядина. В день здесь заказывают около 45 килограммов мяса. Примерно заготавливаем заранее с утра определенный вес, что мы уже знаем, что примерно сколько может продаться за день. То, что продается, мы готовим с утра. И эти заготовки у нас же уходят, конечно же, за один день. То есть
На второй день мы не пользуемся им. В меню представлена абхазская и европейская кухни. За абхазскую отвечает Тина Харчелава. У нас сыр, куры, все местное. У нас доставка, прямо сюда привозят, все местные куры, чищенные домашние куры, сыр домашний, копченый слугун, все домашнее у нас. Ну, закупочная цена, конечно, повысилась, но цены особо в меню не повысились. Нормальные цены, приемлемые. За это, я думаю, что и посещение хорошее. Национальные блюда хочется попробовать каждому туристу, который посещает Абхазию. Ведь народная кухня – это одно из главных окон в любую культуру. Сария Кварцхеля, Рамо Камке, Абхазское телевидение. 26 августа в Сухуми состоится открытие 21-го международного музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Фестиваль откроется оперой Джакомо Пучини «Тоска». Главные мужские партии исполнят Арсен Сагаманян и Владислав Сулимский в роли Флории Хибла Гирзмава. 28 августа у Пицунского храма «Примадонна» оперной сцены выступит совместно с лауреатами первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хибла Гирзмава. Артисты исполнят знаменитые арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Концерты фестиваля пройдут еще в 18 городах России, Беларуси и Казахстана. По приглашению Министерства культуры России делегация Абхазии примет участие в работе второго международного детского культурного форума, который пройдет с 10 по 12 августа в Москве. Более 2000 детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья соберутся в Новой Третьяковке, чтобы обсудить темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. А уже 2 августа в Сухуми в шахматной школе имени Анатолия Карпова стартует 20-й международный шахматный фестиваль «Абхазия Open». Турнир посвящен 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, 15-летию признания независимости Республики Абхазия. В рамках фестиваля будет проведено несколько турниров для шахматистов разных возрастов. Планируется участие более 150 спортсменов из всех районов Абхазии и регионов России. Завершится турнир 12 августа. 2 августа с 9 до 14 часов будет прекращена подача электроэнергии в новом районе столицы. Об этом сообщает СУЭС. А с 14 до 18 часов не будет света в старом поселке. Отключения связаны с ремонтными работами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 2 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В первую половину дня местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 21-26, днем 27-32. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.